Добрый вечер, здравствуйте. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Нерюнгри местный житель предстанет перед судом за вымогательство. Пикантности истории добавляет то, что вымогал он наркотики. По версии следствия, мужчина узнал, что один из местных жителей производит для личного пользования гашишное масло. Под надуманным предлогом за якобы возникший долг грабитель стал требовать от производителя наркотики на сумму в 100 тысяч рублей, постепенно повышая долг до 850 тысяч. Со временем он стал приезжать к нему по месту жительства и наносить телесные повреждения подручными предметами. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд. Продолжим тему запрещенных веществ. Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу привлекло внимание росгвардейцев. Двое мужчин что-то искали, подсвечивая фонариками мобильных телефонов. Заметив патрульную машину, мужчины попытались убежать, но были задержаны. У молодых людей при отсутствии запаха алкоголя была нарушена координация движений, что вызвало у сотрудников определенные подозрения. После задержания мужчины признались, что искали наркотическую закладку. У одного из задержанных оперуполномоченные обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что это спайс общей массой почти полкилограмма. Задержанные 29 и 26-летние жители столицы республики ранее были судимы за совершение имущественных и наркопреступлений. Возбуждено уголовное дело. В Мирном прошли проверки по фактам отключения электроэнергии. Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении явилось неоднократное аварийное отключение электрической энергии на территории Мирнинского района. К примеру, за период времени с августа по октябрь 2018 года произошло 9 аварийных отключений. Отключения электроэнергии происходили по причине ненадлежащего обслуживания оборудования филиалом западными электросетями ПАО «Якутскэнерго». Из-за ненадлежащей эксплуатации сетей энергоснабжения и несвоевременного устранения аварий были нарушены права жителей Мирнинского района на получение коммунальных услуг электроэнергии в необходимых объемах и надлежащего качества. К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица филиала западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь. 26-летнюю жительницу столицы республики привлекли к ответственности за оскорбление через мессенджер WhatsApp. Как отметили в прокуратуре, штраф в 1000 рублей она получила по статье «Оскорбление», то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Установлено, что она написала в групповом чате оскорбительные бранные слова, в том числе в нецензурной форме. В Мирном проходят следственные действия по еще одному случаю, связанному с мессенджером. Тут прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела за распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетнего. В августе этого года житель города, сохранив в памяти телефона видеофайл, разместил его в группе WhatsApp. Проведенной экспертизой установлено, что видеофайл относится к категории порнографической продукции с участием заведомо малолетнего лица. Следственный комитет проводит необходимые следственные действия, а ход расследования находится на контроле прокуратуры города. Тем временем в Екатеринбурге мужчину обвиняют в совершении серии поджогов и разбойных нападений. Егор Амосов предстал перед судом. В зал суда Егор Амосов идет под конвоем. Мужчину обвиняют в совершении серии поджогов и разбойных нападений. Преступление Амосов совершал в составе организованной группы. Ее руководители тоже на скамье подсудимых, правда, вне решетки. Из СИЗО 4 организаторов банды вышли под 2-миллионный залог. Как установило следствие, ритуальщики занимались устрашением конкурентов, избивали сотрудников других фирм, поджигали их личные и служебные автомобили. В деле десятки пострадавших. Видите, свой бизнес приходится отстаивать. Покушаются люди, используют вот такие всякие методы. Так скажем, подставляют людей, фабрикуют дела. Идет фабрикация, уголовное дело целенаправленно. Эпизодов в деле оказалось так много, что на оглашение приговора судье потребовалось 3,5 часа. Итог – все 5 членов банды признаны виновными. Это не промежуток времени, в течение которого действовала группа, но и тщательная подготовка, планирование преступлений, выполнение с участниками строго определенных функций в рамках единого механизма преступления, свидетельствующих о длительном детальном распределении ролей в преступной группе.
За решетку, однако, сегодня отправится лишь один участник банды. Суд доказал, что Александр Шишкин во время разбойного нападения на коммерческого директора ювелирной фирмы не только причинил ему телесные повреждения, но и похитил изделия из драгоценных металлов на 500 000 рублей. Ближайшие 3,5 года подсудимый проведет в колонии общего режима. Я знаю то, что я ударил, признаю то, что это с самого начала, но в самой флайме нет подтверждения существования этих ювелирных изделий. Так что я не согласен немножко с обвинением, потому что факт подтверждения ювелирных изделий не был. Даже сотрудники ППС подтверждали, что Новоселов не говорил, что его ограбили. 2 других ритуальщика получили условное наказание. Еще 2 освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности преступлений. Обвинение не согласно. Прокурор требовал назначить подсудимым от 5 до 15 лет колонии. Хотя и переквалифицировал, но признал виновными всех подсудимых. Однако назначил наказание явно несоразмерное содеянному, по нашему мнению, поскольку мы запрашивали намного больше. В вышестоящую инстанцию уже готовы обратиться пострадавшие. Решение суда, считают их адвокаты, слишком мягкое. На самом деле просто смешно, да. Какие сроки были запрошены, сколько продолжалось дело, и фактически все у нас отправились на свободу. То есть, по мнению, видимо, Ленинского районного суда в городе Екатеринбурге можно жечь машины, грабить, избивать людей, и в принципе никакой ответственности за это не будет. В Алтайском крае по обвинению в получении взятки в особо крупном размере задержаны начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции и его бывший коллега. Как отмечают в Следственном комитете, по версии следствия, в июле-сентябре этого года начальник по борьбе с коррупцией получил взятку в размере 5 миллионов рублей от предпринимателя. Деньги он взял за то, что приказал подчиненным сотрудникам прекратить проверки предприятий бизнесмена. По ходатайству следствия судом Барнаула в отношении начальника управления и посредника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями Следственного комитета, сотрудниками ФСБ по краю и собственной безопасности МВД проводятся мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. Избрать в отношении обвиняемого Нагорского Владимира Борисовича 2 января 1972 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 13 января 2019 года. Я хотел бы попросить более мягкое содержание, в частности, домашнего ареста. На этом пока все. Берегите себя.